Мы росли на одной улице, со школьной скамьи первого класса, как говорится. Знаем друг друга, соседи по поселку. Вот кто из вас заводила? Данис. Данис заводила? Да. А еще молчун, да? Сам ничего не говорит. Такой скромный. Скромный. Это именно тот случай, когда дружба переросла в одно общее дело. Азат и Данис живут в поселке Куркачи Высокогорского района. У каждого крепкая семья, у каждого 3 детей и одно общее желание – помогать тем, кто в этом нуждается больше всего. Где-то в феврале, вот как ввели режим самоизоляции, мы начали поставлять продуктовые наборы. Это категории одиноким, одиноко проживающим, пожилым, кому некому помочь. Мы начали им раздавать продуктовые наборы. А теперь, когда режим самоизоляции немножко ослабили, теперь мы можем заняться и бытовыми вопросами. Вот глядя вот на эту бабушку, вот что испытываете? Испытываю, как сказать, не знаю, жалость. Жалость, да, скорее всего, да, жалость. Охота помочь и не остаться в стороне. Екатерине Федоровне 92 года. Последние 30 лет после смерти мужа она коротает свои дни в одиночестве. Социальный работник, что живет по соседству, навещает регулярно Айгуль Натфуллина, теперь для нее что родной человек. И накормит, и напоит, и бытовые проблемы, которые по сути не входят в ее служебные обязанности, она тоже решает по мере своих сил и возможностей. У бабы Кати прохудилась нынче печь. На просьбу социальной службы помочь ее отремонтировать как раз и откликнулись Данис и Азат. Обычные парни с нашего двора. Кроме нас еще появились ребята, которые готовы были помочь пожилым. Тем более за личный свой счет и за свои сбережения. Мы были первоначально в шоке от этого, потому что каждый думает о себе, и тут приходят молодые ребята. Вот мы готовы помочь пожилым, многодетным продуктовыми наборами. По словам директора комплексного центра социального обслуживания населения, команда этих неравнодушных молодых людей в районе с начала эпидемии собрала свыше 237 продуктовых наборов. Их раздали всем нуждающимся семьям. Волонтерство в районе уже стало нормой. Каждую неделю соцзащита формирует списки нуждающихся в той или иной помощи людей. Кому-то нужна детская коляска, кому-то лекарства, а кому-то просто хочется хоть с кем-то поговорить. И на каждую такую просьбу находится в районе отклик. Хотя и мы стараемся говорить, что и когда мы росли, что это молодежь плохая, и мы думаем, что это молодежь плохая, а в итоге в этом отношении молодежь неплохая. Просто надо с ним уметь общаться. Общаться, работать, воспитывать, да? Да. Их надо направить в нужное направление. Они молоды, активны и, что самое важное, не безразличны к чужой беде. Последователей этой благородной идеи волонтерства в Татарстане с каждым днем становится все больше. Возможно, многие из них по своему желанию останутся за кадром, но это ничуть не умаляет важность и значение их миссии. К республиканскому движению «Ярдайм Янеше», созданному по инициативе президента Татарстана, присоединились большие и малые компании, общественные организации, простые люди разного возраста и разных профессий. Цель у них одна – помочь сегодня людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Их сегодня уже 60 тысяч. Роль каждого трудно переоценить. Год особенный. Вот такой год, когда страна, весь мир отмечает 75-летие Великой Победы. У нас живых участников Великой Отечественной войны с каждым годом все меньше и меньше. На самом деле волонтерская помощь, помощь администрации местных, районных, городских, этим еще живым, уже возрастным людям, она остается актуальной. И не связана с коронавирусом, там без коронавируса. Всю эту работу мы с вами будем и дальше продолжать. Вам эти люди стали ближе и роднее, чем... Ближе и роднее, чем сын и невестка. В это сложно поверить, но заслуженный учитель России, представитель одной из самых благородных профессий на земле, человек, всю свою жизнь посвятивший обучению и воспитанию детей Людмила Демидова, на склоне лет оказалась на улице. Квартиру в Чите продала, переехала жить в Казань к сыну, но для его новой семьи оказалась, увы, чужой. Ее привели прямо с улицы, изможденную и потерянную, но именно здесь она обрела то, чему сама всегда учила детей. Но здесь все есть для жизни? Ну да, все. Что хочу, то и есть. Все. Вот. Еда есть. Одежды уже я не знаю. Это ужас какой-то, да? Вот.
Я столько не одевалась, как сейчас здесь одеваюсь. Светлана в 2014-м бежала из полыхающего Донецка в поисках лучшей доли. Долгое время мыкалась по чужим углам, бралась за любую, даже самую грязную работу. Ее обманывали и предавали, но она выстояла. Когда Светлану привезли в приют, женщина была настолько истощена, что первое время ее кормили буквально с ложки. Еды в России много, а люди, которые нуждаются в этой еде, их тоже очень много, поэтому в дальнейшем у нас есть все-таки мечта такая, полностью охватить весь город, чтобы несколько точек было, и чтобы люди были сытыми. Центр реабилитации и адаптации в Казани был создан 6 лет тому назад. Создан на территории центрального рынка, там, где чаще всего можно встретить людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Здесь организована бесплатная раздача одежды. Люди могут элементарно помыться в бане, поесть и постричься. С момента начала эпидемии многие предприниматели решили оказать помощь центру в раздаче горячего питания. Каждый день для бездомных здесь готовят 300 порций еды. На самом деле мы сегодня по эту сторону баррикад, вот этот кризис, он показал, что мы легко можем оказаться по ту сторону баррикад. То есть у нас получается, мы перед карантином хотели открыть еще 1, 2, 3 кафе. Вот это произошло и получилось вот этот стоп. Мы из хорошего положения оказались в положении, когда у нас несколько миллионов долгов. Это очень заставляет задуматься, на самом деле это очень заставляет задуматься. Центр уже оказывает помощь в социальной адаптации бездомных. То есть делается все для того, чтобы люди в будущем могли вернуться к нормальной жизни, восстановить документы, добиться справедливости и найти работу. На премию президента республики в прошлом году мы получили премию, довольно такую приличную сумму. Мы, значит, открыли сайт, мобильные приложения, на нас сейчас в тестовом режиме запускаем. Трудяги РФ. Наша основная цель, задача трудоустраивать вот этих кто оказался сейчас без работы, без значит, в целях предотвращения этих иждивенческих таких настроений мы предлагаем людям работу сегодня и сейчас. У Светланы в приюте небольшой огород. Она выращивает овощи и зелень. Людмила Иннокентьевна готова заняться репетиторством. Это люди, у которых жизнь поделилась на до и после. Но главное, они не разуверились в том, что помощь всегда где-то рядом. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.